Если вы приедете в колхоз Кама 1 сентября, сразу окажетесь на празднике. Начало учебного года здесь событие для всех. Сентябрь для сельчан – напряженный месяц. Но и родители стремятся хоть ненадолго заглянуть на праздник знаний. Такая в колхозе Кама Рыбнослободского района Татарии традиция. Здесь видят в школе продолжение родительского дома. Что воспитано семьей, учителем, то и составит основу личности. Как берегут люди родник, так и чтут в колхозе Кама школу. Открывает праздник знаний директор школы Рафис Ахатович Нагимов. На почетном месте ветераны. Из года в год они преподавали не только основы наук. Они учили своих питомцев, что хлеб – это не просто еда. Хлеб – это жизнь. И нет ничего важнее крестьянского труда, который кормит весь мир. К мудрости аксакалов обращается постоянно и председатель колхоза Хаким Хайрулович Каримулин, хотя он и закончил 2 факультета сельскохозяйственного института. Нельзя сравнить, кто кому больше дает – колхоз школе или школа колхозу. Награждаются школьники-арендаторы. Аренда выгодна и ученикам, и колхозу. Один бычок дает прибыль 900 рублей. Так колхоз помогает подросткам осваивать экономику села. Первоклассникам подарены пока буквари. Но с этого начинали и их старшие братья и сестры, которых сегодня благодарил председатель колхоза. Звонок возвещает, что начинается новый учебный год. Колхоз Кама – крепкое многоотраслевое хозяйство. Главные показатели экономической эффективности труда коллектива – повышение надоев и урожайности. Основа повышения благосостояния тружеников колхоза в их стабильной работе. Техническая вооруженность колхоза постоянно пополняется. Многие помещения инженерно-технического комплекса построены из модуля типа Татария. На колхозной автобазе современное оборудование, автоматика, площадка у бензоколонок забетонированы. Водителям теперь не надо ехать за несколько километров, чтобы заправиться. А это экономия горючего и времени шоферов. Так собственная нефтебаза избавляет от нерентабельных рейсов и является одним из примеров заботы колхоза о людях. Сильная социальная политика проявляется во всем. Вот хотя бы этот пруд. Он искусственный. Для орошения полей овраг заполнили водой, построили насосную станцию. Но на этом не остановились. Запустили в водоем 12 тысяч мальков зеркального карпа. Колхоз Кама газифицирован. Котельная обеспечивает теплом и горячей водой дома колхозников и производственные помещения. Горячая вода подведена и к баням, что у каждой семьи на подворье. В каждом доме не только газ, но и водопровод. Как это облегчает жизнь крестьянской семьи? Ведь потрескивающие поленья в печурке экзотичны только на экране, а на деле забота о дровах отнимает столько времени и сил. Газификация – надежный путь к стиранию различий между социальной сферой города и села, к закреплению кадров деревни. В доме все удобства. Его площадь 97 квадратных метров, а платит семья колхозу в месяц 7 рублей. Таких домов в селе целая улица. Новоселами здесь стали колхозные специалисты. Товары повседневного спроса у колхозников под рукой. Не надо ехать в райцентр. В магазине есть журнал заказов. Магазин в колхозе – это не только приближение услуг к населению,
но и закрепление женщин на селе. Продавцы, кассиры, бухгалтера – обычно это женские профессии. Одним только магазином проблему занятости женщин на селе не решить. И в колхозе Кама открыт швейный цех. Здесь шьют дефицитную школьную форму. Если для жены механизатора есть подходящая работа, то прочнее становится его